что вот как раз ровно 77 лет в каждую крымско-татарскую семью вошли советские солдаты с оружием в руках. Где-то громко постучали, где-то э, просто, наверное, вскрыли дверь, да, вот как сегодня в Крыму в некоторых домах во время обысков. И ворвались свои родненькие, да, которых ждали вот в наши крымско-татарские дома. Я хочу приветствовать и поблагодарить поколение наших родителей, мою маму, Спасибо. тех наших Пожалуйста. пожилых людей, кто сегодня Пожалуйста. смотрит нас, за то, Что? что они сумели нам передать вот это чувство Родины и в конечном итоге сумели возвратиться на историческую родину. Кто-то, конечно, не дожил до этих дней, и беспримерная действительно борьба наших активистов национального движения — это те страницы истории, которые мы изучаем и, надеемся, будем знать. И думаю, что будут знать наши дети гораздо лучше, чем мы это делали, да, чем наше поколение. Вот я хочу действительно поклониться этим людям, нашим родителям. Что касается исторических дискуссий, ну, первое, о чем я хочу сказать и говорила уже не раз в эти дни, и говорю журналистам, которые буквально, ну, практически все задают этот вопрос. Э, В Конвенции о геноциде, здесь я уже говорю и как историк, и как заместитель председателя специальной комиссии Курултая по изучению геноцида крымско-татарского народа. Как вы уже, наверное, сегодня говорили, как многие знают, в Украине Верховная Рада Украины в ноябре 2015 года признала депортацию крымско-татарского народа геноцидом. Сегодня ведется расследование, юридическое расследование. К сожалению, оно ведется очень медленно. Но в Конвенции о геноциде нет ни одного слова о том, какова должна быть статистика геноцида. То есть преследование, убийство одного человека по этническому признаку является геноцидом. Что касается статистики, статистика очень противоречивая. Я думаю, что я, наверное, единственный человек в Украине, кто читал документы отдела спецпоселений НКВД, в том числе подготовительные документы, особую папку Сталина, документы, которые формировались 18 мая и в пути. Я это все публиковала, я сама сознательно выкладываю их в свободный доступ, потому что очень много спекуляций как раз на эту тему. Нужно понимать суть. Даже если речь идет о 25% погибших в первый год изгнания, это колоссально много. Это больше, чем погибших в любой войне. Наши активисты выводят другую цифру — около 46%. Они тоже опираются на документы национального движения. Мой дед Абдураман Бари, он был историк, филолог, учитель. Он провел, ну, если бы я знала, что будет этот вопрос, я бы просто показала эту самоперепись его по его деревне. 242 жителя деревни Аджименды, крымских татар. Это была практически моноэтничная крымско-татарская деревня. И там здесь жило 242 крымских татарина. 37% из них погибло в 44-47 годах. 37 и, по-моему, 0,2%. То есть вот, наверное, правда где-то посередине. То есть даже если брать официальные данные, 25%. Это очень-очень много. Сегодня Институт демографии провел в рамках расследования прокуратуры Автономной Республики Крым свое расследование, опираясь на те амбивалентные, противоречивые данные статистические. Я хочу сказать, что справки отдела спецпоселения НКВД, их очень много. И там есть приписки карандашом. Их писали те люди, которые руководили комендатурами, руководители спецкомендатур. Ну, я просто, понимаете, много об этом могу говорить, может быть, это не очень интересно слушателям. Просто это очень и очень такой неблагодарный процесс, ну,
называть точные цифры. Это невозможно.